Москва. Как много в этом звуке для сердца каждого слилось, как много в нем отозвалось. А для многих творческих коллективов Адыгеи в Москве сошлись пути дороги, где проходили Дни культуры республики. Доброжелательно и сердечно встречала Москва посланцев солнечной Адыгеи, участников Дней культуры республики. Ритм встреч, пресс-конференций, выставок, концертов, спектаклей был очень насыщен. О некоторых событиях первого и второго дня мы уже рассказывали и показывали вам, дорогие телезрители, в наших программах, и еще о многом предстоит рассказать. Ну а сейчас маленькая прогулка по вечерней Москве, которая приведет нас в концертный зал «Россия», где проходило торжественное открытие Дней культуры Республики Адыгея в Москве. Уже не в первый раз один из лучших концертных залов города Москвы предоставляет свою сцену лучшим мастерам искусств республик Российской Федерации. И каждая такая встреча поистине становится праздником дружбы, сотрудничества. В связи с сегодняшним открытием Дней культуры Республики Адыгея в городе Москве я передаю сердечное поздравление всем участникам и гостям этого знаменательного события от имени правительства Российской Федерации. Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в своем приветствии, которое я сейчас передам Джаримову Аслану Алиевичу, отметил, что в преддверии пятилетия со дня образования Республики Адыгея республика впервые так широко знакомит москвичей со своим историческим прошлым, успехами в государственном строительстве, преобразованиями в экономике, самобытной культурой и искусством. Надеюсь, что и в эти дни в столице выступят лучшие творческие коллективы Республики Адыгея, откроются интересные художественные выставки, уникальные музейные экспозиции. В связи с этим хотелось бы пожелать всем участникам Дней культуры творческих успехов, а братским народам Адыгеи мира и процветания. Мы встречаем здесь деятелей культуры, искусства, литературы, государственных деятелей, руководителей республики и уважаемого Аслана Алиевича с добром, с добрым чувством, с добрым сердцем и говорим нашим друзьям и нашим братьям: добро пожаловать к нам в Москву на наш общий праздник. Более 400 лет назад, когда посланцы адыгов пришли в Москву и сказали: мы хотим быть вместе, мы хотим
вместе бороться против общего врага, и мы хотим делать совместную общую историю. И все это, что было тогда, мы подтверждаем с особой силой и сейчас, когда возникают различные проблемы, когда возникают различные течения, и мы с полной убежденностью говорим, наши культуры сегодня являются едиными, и их совместный потенциал – это не сложение возможностей, а перемножение, которое делает общую культуру Российской Федерации, общую культуру россиян самой величественной, самой интересной, самой человечной в мире и самой прекрасной. Мы сегодня еще раз в этом убедимся. Дорогие москвичи, друзья, Тихача Гупсахар, вглубь веков уходит стремление наших далеких предков проложить путь к сердцу России. Сегодня осуществилась давняя мечта. Республика Адыгея стала одним из равноправных регионов в обновляющейся Российской Федерации в нашем общем доме. В этом зале, принимавшем тысячи и тысячи гостей, открываются Дни культуры Республики Адыгея в столице нашей Родины, Москве. Мне доставляет огромное удовлетворение сердечно приветствовать вас от имени многонационального народа Адыгеи, делегации республики, передать пожелания мира, благополучия и счастья. Проведение Дней культуры Республики Адыгея в Москве – лучшее свидетельство верности вековым традициям русско-адыгских связей. Пройдя и трагические, и героические пути в своей истории, наши народы осознали незыблемость, непреходящее значение общечеловеческих ценностей, дружбы и братства, ставших основой развития культуры и искусства, их взаимного обогащения. Дни культуры имеют яркую, замечательную особенность. Они посвящены 5-й годовщине образования Республики Адыгея и отмечаемому в будущем году 850-летию российской столицы. Символично, что они совпали с юбилеем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, выдающегося музыканта XX века. Да, Адыгея – одна из молодых республик в Российской Федерации. В начале октября ей исполняется 5 лет. Расположенная на живописных местах Северо-Западного Кавказа, она красива и богата своей природой, своей культурой, традициями, обычаями Адыга-Хабза. Здесь предки адыгов создали культуру, известную мировой археологии под названием Майкопской. Здесь родился героический нартский эпос. Здесь в средние века проходил великий шелковый путь. Но главное наше богатство – это гостеприимный, талантливый, многонациональный народ. Именно о нем, о его культуре, о ее истории современности мы и хотим рассказать языком высокого искусства. В эти дни москвичам будут представлены концерты и спектакли, музейные и книжные выставки, выставки изобразительного искусства, пройдут встречи с творческой общественностью. Новый статус Адыгеи в лучшей мере способствует сохранению и развитию самобытной культуры адыгов и других народов, проживающих в республике. Культура в Республике Адыгея переживает сегодня настоящий ренессанс. В последние 3 года созданы новые профессиональные творческие коллективы. Это и симфонический оркестр,
это оркестр русских народных инструментов, это камерный театр, это картинная галерея. Они сделали культурную жизнь республики более насыщенной и разнообразной. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, лично поддержавшего наши усилия по развитию культуры молодой республики, и пожелать ему скорейшего выздоровления. Выражаем свою признательность председателю правительства России Виктору Степановичу Черномырдину за понимание проблем, связанных с становлением нашей республики. В республике высоко ценят роль Москвы в истории нашего народа. Народ республики благодарен за значительный вклад Москвы и москвичей в социально-экономическое, культурное и образовательное развитие Адыгеи. Наше сотрудничество стало более конкретным и целенаправленным после подписания соглашения между Республикой Адыгея и Москвой. Мы говорим сердечное спасибо мэру столицы Юрию Михайловичу Лужкову, правительству Москвы за поддержку и помощь в проведении Дней культуры. Ваш приезд в Адыгею, Юрий Михайлович, встреча с общественностью оставили добрый след, заложили хорошую основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Спасибо вам, Юрий Михайлович, за добрые слова, которые вы сказали в адрес многонационального народа Республики Адыгея. Большая благодарность Виктору Васильевичу Илюшину, первому заместителю председателя правительства Российской Федерации, за добрые слова приветствия и участие в сегодняшнем вечере, за помощь. Он возглавлял Организационный комитет по подготовке Дней культуры. Выражаю свою признательность членам правительства Российской Федерации, федеральным министрам, депутатам Федерального собрания. Я рад приветствовать моего брата, президента Кабардино-Балкарии, заместителя председателя Совета Федерации Валерия Мухамедовича Кокова, супругой, который разделяет с нами по-братски наш праздник. Уважаемые москвичи, уважаемые представители зарубежных государств, представители нашего землячества в Москве, друзья, мы надеемся, что в эти дни вы лучше узнаете наш народ, получите определенное представление о его жизни, культуре. Народ Адыгеи, наша молодая республика, гостеприимно распахивает перед вами свои сердца. Примите мою искреннюю благодарность за ваше участие, за то, что вы пришли сегодня к нам на вечер. Мы будем рады встрече с вами не только в Москве, но и на хлебосольной земле Адыгеи. Добро пожаловать! Спасибо.
ваши синие глаза, хоть и грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, на колен моих ветвами преклонить я не посмел, и влюбленными мозгами вас тревожить не хотел, упиваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты, легкий стан, движений стройность, осторожный разговор, эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Если же нет, если ж нет по прежнему следу ваши мирные края, через год опять заеду и влюблюсь до ноября. До ноября.
Несмотря на все эти трудности, плохую погоду, которая была буквально 2 дня назад, спасибо, что погоду хорошую привезли. И концерт просто изумительный. Никогда не думала, что в Майкопе, в Адыгее могут быть такие замечательные артисты. Я могу сказать, что я человек очень разбирающийся, что есть красота. Но если она будет добра. Тут я увидел и красоту. Я знаю, что это народы очень добрые, кроме всего прочего. Поэтому красота в соединении с добром – вот результат. Слезы на моих глазах. Я бы хотел сказать насчет нашего потенциала, нашей земли вообще. Он не раскрыт. Он не раскрыт даже на 50%. И что еще чисто философски можно добавить? То, что в нашем маленьком народе отражаются все черты мира. Все. Вас все знают и все любят, все восхищаются вами до сих пор. Когда мы увидели вас на балконе, мы были просто счастливы. Ну, скажите несколько слов адыгейскому телевидению. Что я могу сказать о красивейшем народе? Я вам скажу, что народ это княжеский. Уж коли мы начали говорить титулы свои, так я бы княжество отдал бы всему адыгейскому народу. Я там танцевал сотни раз. Я люблю ваш народ. Ну, не потому, что меня там любят. Потому что я люблю. Самое важное, что в моей душе покоится все. Я после болезни, но я не мог сегодня не присутствовать, когда поют, танцуют адыги, мои братья и сестры. Дай Бог счастья, здоровья народу.
творческих народных песен. Исполняет детский ансамбль «Казачата». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Наталья Уварова. Посмотрите, небольшая республика создала такой великолепный, понимаете, праздник для нас, для москвичей, как не всегда большие союзные республики, когда были декады союзных республик. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, здесь я и еще несколько наших товарищей, однополчан 46-й армии, которая освобождала в 46-м году освобождала, то есть в 43-м году летом освобождала Адыгею. Мы брали Армавир, брали Майкоп и дальше. Вот. Так что у нас, видите, как определенная связь давняя с Адыгеей. Ну вот. Вот, пожалуйста, тоже. А ваши впечатления после концерта? Прекрасные. Вы москвичи сами? Да. Вот мы однополчане с ним. Да. С Адыгеей ближе познакомились, так можно сказать? Да, познакомились в 43-м году еще. В 42-м. Или в 42-м, да? 42-м, когда мы Майкоп брали. Как вы считаете, вот эти дни культуры еще больше сблизят, насколько сблизят субъекты Российской Федерации, Адыгею и Москву? Вы знаете, в наше трудное время такие вещи очень нужны. Нужны, потому что последние годы как-то пошел раскол общества. И такие дни, которые проводятся особенно в Москве, мне очень нравятся. Они укрепляют дружбу, они как-то снимают то напряжение, которое возникло в связи с событиями в Чечне. Я думаю, что сегодня Адыгея и Москва сделали очень большое дело в плане укрепления, искреннего укрепления, настоящего укрепления дружбы между народами.
Ну, мне кажется, что субъекты, еще не зная того, что они субъекты, давно уже сблизились, поскольку очень многие представители Адыгеи здесь, в Москве, обрели вторую родину и не забывают при этом свою историческую родину. Ну и могу сказать, что многие москвичи присматриваются сегодня к Адыгее. Кто-то избрал ее для своего отдыха, кто-то для деловых связей. А вот я, как вы знаете, пытаюсь заниматься исследовательской работой в сфере диаспоры, ну, как продолжение моей политической карьеры. И, конечно, я тоже часто бываю в Адыгее именно потому, что в Адыгее хорошо понимают, что такое разделенный народ. Что вы хотите? Адам Асхадович, что вы чувствуете? Вообще что-нибудь чувствуете? Трудно сказать, что я чувствую. Но я в то же время чувство гордости. Все-таки я думаю, что заслужили мы хорошие оценки. Вот, судя по реакции зала. Вот, тем более подходили вот профессионалы. Вот только сейчас руководство, и рядовые зрители, и музыканты. И дана высокая оценка. В общем, 5 лет ваши, я считаю, вы не зря прожили. Это я не знаю, это вам судить. Ну, а как вы считаете? Вот сегодня... Не знаю, не знаю. Есть чувство удовлетворения какое-то? Есть, есть.
Николай Иванович Бутов, генеральный директор российской компании «Содружество». Мы являлись организаторами Дней культуры. Все, что от нас зависело, мы сделали. Я думаю, что сегодняшний концерт прекрасный тому подтверждение. И самое главное, от встречи на вокзале и, думаю, от впечатлений, которые сегодня испытывают артисты, деятели искусств, которые приехали на Дни культуры, самые хорошие. Эти слова были высказаны сегодня и мэром столицы, и другими высокопоставленными лицами. От Содружества я могу только одно сказать: мы очень любим Адыгею, желаем ее народу счастья, добра, процветания, ну и надеемся на долгие дальнейшие творческие встречи. Я хочу единственное сказать, чтобы эти традиции еще больше развивались бы, еще больше укреплялись бы в связи с столицей, а столичный зритель очень, не то что приветливый, а экзамен наши ребята держат. И на зрелость они сегодня сдали. Спасибо Кулову, который так вот хореографическое руководство осуществлял всему этому. Я просто рад, что у нас еще таланты живы и будут жить. Я горд тем, что живу в этой республике и всегда думаю о том, что желательно было бы, чтобы она стала крепче, красивее, и чтобы мы жили немножечко лучше, чем сегодня живем. Мы восхищены тем, как жизнерадостно, как красиво, национально по форме. Вот с каким-то огромным воодушевлением все музыканты, артисты старались, очень старались, чтобы еще раз все, кто присутствовал в зале, прониклись любовью к республике Адыгея. И вы знаете, духовное состояние народа определяет его будущее. Вот мы сегодня убедились, что народ Адыгеи верит в свое будущее. Иначе бы они так не танцевали и не пели. Замечательно, профессионально, великолепно. Хорошо, что на национальной основе практически прозвучал весь концерт. Если я скажу, что впечатление восхитительное, то это может показаться каким-то наигранным словом. Но это действительно так. Я очень рад, что всего за 5 лет в Адыгее сформированы чисто профессиональные, крупные творческие коллективы, которые поразили сегодня практически всех собравшихся в этом зале уровнем своего мастерства. И я от всей души желаю родной Адыгее процветания, а работникам искусства, творческим работникам преуспевания в бесценном их деле, в прославлении древнего искусства адыгейского народа, искусства всего многонационального народа Республики Адыгея. Адыгея показала Москве прекрасную культуру, великолепные свои изделия, образцы промышленной продукции, показала и свои достижения в области литературы, искусства. И все это сейчас наш общий большой праздник Дни Адыгеи в Москве. Я думаю, что все это не просто сближает, все это делает нас едиными, все это умножает наш потенциал культуры, которым гордилась всегда Россия и который никогда не будет нигде равным тому, что мы имеем все вместе в России. А концерт вам понравился? Просто я в восторге. Это, знаете, просто какой-то, я не знаю, шквал, вот какой-то мощнейший, такой совершенно невероятный эффект красоты, динамизма, мягкости, душевности. Все это так сплелось в этом концерте, что мы как одно мгновение его прошли. Великолепно, замечательно. Я вам могу сказать о том, что такие аплодисменты в Москве большая редкость. Так, как встречал зал, такой экстаз, такой огонь и такой ответ со стороны зала, это почти никогда не бывает. Москвичи, они, в общем, их вот так вот раскачать на такую реакцию может только
Кавказ может только Адыгея. Народный писатель республик Адыгеи и Кабардино-Балкарии, лауреат государственных премий СССР, Российской Федерации и Республики Адыгея Исхак Машбаш. Я с удовольствием вышел на эту высокую сцену еще раз сказать спасибо москвичам. Здесь, в прекрасном городе, прошли мои великолепные, милые для меня студенческие годы. Здесь, в этом прекрасном городе, живут мои братья-писатели, великие русские, другие писатели нашей современности. В этом городе живут мои дети, старшая дочь, сын, мой внук и внучка. Я сегодня хочу вам прочитать стихи, которые были написаны еще 40 лет тому назад в стенах литературного института. «Путь к тебе, Россия, как сложен был и крут невыносимо, нелегкий путь к тебе, моя Россия, как тяжела дорога в высях горных, как круты нравы предков непокорных, глядевших на тебя из-под бровей в кинжальной непокорности своей. Порой бывало, что тебя ругали, именем твоим детей пугали, но каменная тронула уста улыбка добродушна и всесильна. Как тягостна была и непроста дорога неизбежная к России. Но все ж навстречу мы друг другу шли, мы все прошли, лишения и войны, и боль земли, и скорбь моей земли, и в памятной дали оставались могильные холмы, как будто волны. А солнце нам равно сияло, ведь солнце никогда не выбирало, и было небо голубою чашей над всей разноплеменной нашей. И звезды одинаково красиво светили и Кавказу, и России. И я к тебе свою тропу тарил, я шел сквозь бурные столетия, из радости и злое лихолетие. Не раз, как хлеб с тобой, я разделил. Я шел к тебе, шел, не считая версты, и жгучий ветер бил тревожно в грудь. Я шел к тебе не компас и не звезды, а сердце мне указывало путь. Как сложен был и крут невыносимо неторный путь моя к тебе, Россия. Thank you.
заслуженный артист Республики Адыгея Иосиф Кобзон. Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет молва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в веках будут жить 28 самых равных твоих сынов. И врагу никогда не годится, чтоб склонилась твоя голова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Цветы от имени правительства Москвы. Большая благодарность участникам концерта и гостям столицы.